Дорогие друзья, ну что, весна в самом разгаре, практически мы на пороге нашего якутского жаркого лета. Сегодня мы находимся на селекционной станции научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Сафронова нашей Якутии. Сегодня поговорим снова о смородине, о якутской смородине. Оказывается, наши селекционеры вывели целых 6 сортов этой удивительной ягоды. В России насчитываются сотни сортов, но мы не забываем, что мы все-таки живем в очень резко континентальном климате, и поэтому селекционная работа как раз-таки была нацелена именно для того, чтобы смородина была зимостойкой, ну и вообще обладала многими другими качествами, которые могут произрастать именно в наших климатических условиях. Об особенностях якутской смородины мы поговорим с научным сотрудником НИИ сельского хозяйства имени Сафронова нашей Якутии Ольгой Ивановой. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Но это вот сорт у нас здесь. Это у вас прям вот сорт все... памяти Кындыла. У нас есть 6 сортов памяти Кындыла. Он более такой вот куст собранный, да, маленького роста. Самая урожайная у нас есть якутская. Еще по-другому ее зовут Ольга. Ольга? Ольга – это Алеша Гоголев. В честь сына Чертковой Марии. И самый он урожайный, самый ранний, вкусовые качества очень хорошие. Есть харакаталык, он ближе, почти как лесная, вот выведенные сорта. Наши сорта зимостойкие, подвержены менее вот болезням, вредителям. Мы вот пытаемся вот это вот вывести. Когда происходит обрезка? Весной обрезку проводим, так как вот эти кусты с 2004 года получается. И мы делаем весной обязательно обрезку, уже которые... Ну, достаточно взрослый такой. Да, это взрослые сорта, взрослые кусты. Вот посмотрите, друзья, вот у нас веточка была вот такая, вот это уже все, это уже, она уже не будет плодоносить, увы, да. То есть это можно потом использовать как мульчу и как удобрение. Да, можно. Значит, сам куст разрастается на какую высоту? Вот сейчас вот возраст... это вот оптимальный. Это вот для вот этого сорта это оптимальный вот высота. высота. А вот якутская, она разрастается очень. Высоко. Харакаталык самый более самый разрастается. высокий. Но, кстати, харакаталык, друзья, вот самый такой популярный, мне кажется, у наших садоводов-огородников, потому что у многих вот этот сорт, он прижился, понравился, полюбился. Ягоды, по-моему, такие очень крупные там, да, очень такие, ну, очень, характерная такая кислинка. Да. Черная смородина вообще замечательная. А, кстати, это черная, да, смородина? Это все черная смородина, но у всех своеобразный вкус. Если вот посмотреть, они отличаются, да? Друг Отличаются, очень отличаются. Вот, например, якутская, она с голубым налетом. Так. Да, в смысле, по виду, да? По виду, да. Крупная ягода? Да, крупная. Но она идет как бы на варенье, она жидковатая. Ну, морсы там, саму кушать очень хорошо. Очень полезная, витамина С очень... То есть заморозить и потом лакомиться всю зиму и подпитывать себя витамином С, за что мы и ценим и любим вот эту смородину. Скажите, вот обрезка, она происходит только весной или все-таки некоторые вот садоводы-огородники говорят, нет, весной нельзя, потому что уже, смотрите, уже почки, да, пошли, уже расцветает, и в это время растение трогать... успеть именно надо, когда до почек. Мы уже обрезку вот сделали, да? Уже сделали обрезку. В том году вот мы сделали. Там алтайские сорта у нас есть, вот которые они вымерзают. Мы их пригибаем. А наши сорта мы не пригибаем. Они сами вот зимуют, ну, холодостойкие. То есть не надо их укутывать, там что-то дополнительно делать. Просто вот... А еще какие мероприятия вы проводите вот в данный, вот уже в данный период, когда произошло уже, как это называется, вот это вот почки? Почки, да. Когда уже вышли почки, и растение уже вот совсем скоро покроется прям зеленью, листвой. Мы опрыскивание проводим от почковой моли. Она образуется, но она образуется в основном сорт люция, она подвержена. Эти сорта не подвержены, ни якутская, ни люция вот подвержена больше. Чему подвержена? Почковая моль. В почку заходит эта моль и начинает
съедать вот этот все эти полезные вещества. И получается, она не будет плодоносить вот эта почка уже. То есть она, понимаете, это вредитель. Как Вредитель с есть, ним да. бороться? Ну, мы пытаемся вот в данный период. биологическими опрыскиваем. И именно когда вот даже снег еще лежит, уже подтаивает, куст уже видно, мы первое опрыскивание там делаем. Потом дней через 15 второе опрыскивание. Обрезку получается тот, который отплодоносил в прошлом году. Вот он отплодоносил, он начал высыхать. Мы его убираем, так как он уже мешает. Да, И не он будет, уже да. не будет давать плодов и уже просто будет, ну, грубо говоря, просто забирать все нужное, она необходимое, мешать будет, да. влагу и так далее от молодых побегов, которые будут нам давать наши, ну, вкусные ягоды. Так, это у нас пойдет. Здесь еще, вот смотрите, вот тут вот еще большой такой, да, Вот, куст? да. В смысле, вот веточка такая сухая совсем. Вот, сухая ветка. То есть они уже плодоносить как бы не будут. Скажите, а вот эти сухие ветки, это примерно какой возраст? Ветки, они, получается, год плодоносит, потом сейчас она Молодые перестает как бы, веточки. да? Так. Потом И нужно идет убирать. приросты. Вот сейчас они А. пойдут приросты. Вот они, прошлогодние приросты, видите? Мгм. И они начнут давать. Ну, года 2-3 дает нормально. А так, ну, 7-8 даже бывает. Потом она вот начинает ветки отмирать. Высыхать. А так каждый год идут приросты. Мы их обрезаем, так как вот черенкованием занимаемся, размножением. Посоветуйте, у тех, у кого кусты, допустим, большие, которым лет там по 20, это вообще уже, ну, скажем так, Да, они растение уже надо убирать и по полностью, новой. да? Мгм. То есть нужно прям свеженькое растение, Свеженькое, совершенно да. новое сажать, да? Мгм. Вот так оказывается. Ну и чем хорош вот этот именно сорт? То есть он зимостойкий, и еще какова урожайность у него? Урожайность, ну, скажем так, третье По урожайности. Ага, по урожайности, третье место, могу сказать. А Так первое как место первое, какое? вот якутская. Она уже вся зацвела практически. И, кстати, я вижу, вот здесь вот, наверное, тоже нужно обрезку. А, нет, тут она цветет, да? Нет, уже... А вот эта веточка, вот она прям совершенно, ну, у нее тоже вот. А когда, Нет. смотрите, Вот убираем вот так. Здесь убираем. вот идет еще, она еще может пойти. То есть там, где сухо, вот ту веточку мы и срезаем. Именно. А какое расстояние от, допустим, ну, от низа, скажем так, от земли? Ну, смотря, если ветка вся отмерзла, мы полностью убираем. А если она немножко, вот как вот здесь, да, вот, мы убираем только ту сухую часть, так как вот эта часть еще может плодоносить. Плодоносить. Да, им много лет, поэтому мы потихоньку обрезку делаем. Ольга, скажите, вот вы сказали, что тот сорт у нас дает на третьем месте. На втором месте какой Ну, сорт? как я знаю, да, вот Люция. Люция. А первое место вот Якутская. А Харакаталык? Харакаталык, он четвертое, я сказала бы. Да. Значит, друзья дорогие, нужно себя как-то нацелить на Люцию, если вы хотите поменять кусты своей смородины. Сейчас мы покажем, как высаживать свежие растения, да, новое растение. И какой куст вы нам покажете и что это за сорт? Ну, мы можем показать сорт памяти кындыла, либо харакаталык. Они вот, да, есть у нас двухлетние. А когда начинает плодоносить? Самый пик, как я думаю, 7-8 лет. А потом уже нужно менять опять Нет, растение, потихоньку да? она просто на убыль пойдет, вот урожай. Какой популярностью пользуются наибольшей вот, ну, ваши кусты? Якутская. Все-таки якутская, Самая да? вот, да, якутская все равно. Могу сказать, на любителя, да. Он вкусная ягода, но вот на варенье не идет. Вот харакаталык, он на варенье вообще Харакаталык, вот очень этот хороший. сорт очень хороший. Именно харакаталык. Харакаталык. На варенье именно, да? Варенье получается густое. Густое. Дорогие друзья, ну сейчас нам Ольга покажет, как высаживать сорт. Как у нас сорт называется? Харакаталык. Харакаталык. Это двухлетка, да? Это двухлетка. Мгм. Яма должна быть размера 40, где-то на 40. Глубина вот ниже черенка лопаты. Мы выкапываем верхний слой плодородный, вот, откидываем. Доходим до глины. Глину убираем в другую сторону, ее выкидываем. Мы ее не используем. Вот теперь вот сюда добавляем
перегной. Мгм. Вот, например, да? Перегной сюда добавляем. Мгм. Так. Ну, примерно Да, 4, примерно так. Потом 4 лопаты. размешиваем. Мгм. Перемешать с Перемешиваем. черноземом. Потом добавляем азофоску, фосфорное удобрение. Мгм. Так, где-то полстакана обычно. Мгм. Потому что у нас очень гумус очень мало Мгм. у нас в Якутии, да? Перемешиваем хорошенько. И вот это удобрение, оно должно восполнить все Да. недостатки, да, в почве. Да, В если нашей. не удобрение не добавлять, листья будут мелкие, ягоды мелкие, Мгм. мы получим очень мало урожая. Глину Её мы не трогаем. используем. Мгм. Мгм. Так, примерно так, да? Потом поливаем, Мгм. чтобы Проливаем очень много, да? да, Целое чтобы ведро. оно Мгм. пропиталось. Так как корневая система будет сохнуть, если не пролить. Мгм. Сейчас немножко подождем. Вода впитается, и вот эта азофоска, она Растворяется и растворится. потихоньку, да, Мгм. вот дает свои полезные. Свойства, вещества свои полезные для растения. Ну, в общем, сажать вы посоветуете именно двухлетку, да, растения? Двухлетки, да. Двухлетка, и вы как говорили, потом 7-й, 8-й год вот эта двухлеточка будет давать уже такие хорошие, шикарные урожаи, да? Да. Мгм. Берем куст, садим под углом 45 градусов, Мгм. так как, чтобы хорошо приживалось. Мгм. А потом куст сам уже как-то распрямится, расправит плечи, что называется, да? Еще нюанс. Делаем обрезку. Мгм. 1/3 часть каждого, вот, которые плодоносить будут, да? Мгм. И первые цветочки убираем все, первый год. М. На следующий год тогда куст набирает силу, Мгм. и на следующий год уже он потихоньку начнет давать урожай. М. Первый год ни в коем разе нельзя оставлять. То есть нужно набраться терпения, Да. друзья, сделать вот все, как советуют наши ученые, потому что, ну, скажем так, они занимаются этим на научной основе. И здесь и практика многолетняя, поэтому давайте поверим нашим ученым и сделаем так, как нужно. Это все будет во благо нашего дела, да, садово-огороднического, поэтому И хорошенько прижать надо, чтобы воздух там не остался. Так как если останется воздух, корневая система высохнет. ой-ой-ой, Да. так. После этого хорошенько проливаем. Мгм. Если не будет осадков, то в течение 7-10 дней обязательно через день поливать надо. Сколько примерно по ведру? По ведру. По На ведру. куст ведро. Мгм. Да. Многие люди не слушают и, получается, спрашивают, почему вот не плодоносит. Да, и почему он у нас завял там или что-то высыхает, да? А элементарно просто нужно ухаживать немножко. Да. Время от времени рыхлить Мгм. там все. Мгм. То есть азофоска на самом начальном этапе. Потом вот эту двухлетку вы еще в течение лета как-то подкармливаете? В течение лета, ну, ближе к осени, наверное, вот фосфорное, калийные вот Мгм. добавляем Мгм. осенью. Либо на следующий год весной лучше. Мгм. То есть практически вот вы сейчас посадили или еще что-то вот будем Все, как-то вот, земли добавить если нужно? да, ну, землю добавить хорошенько, углубление должно быть, вот она как сидела, не должно быть, где-то сантиметра 3-4 куст должен быть углублен. Не Мгм. как он сидел, вот как малину там садим, да, Мгм. а именно вот углублен. Вот земли мало. И должна быть бороздка такая, как бы углубление, да, куда должна Немножко, проходить да, вода. хорошо бы, да. Мгм. И между кустами 1,5-2 метра надо. Мгм. Чтобы они, когда разрастутся, Да, вот не видите, мешали ага. друг другу. И чтобы хватало и солнышка, да, и питания, ну и влаги. Ну, вы, наверное, заметили, что мы между рядьями делаем обработку. Мгм. Это вот за лето 2 раза, наверное, точно делаем. Так как эти сорняки все равно вот, забирают полезные вещества. Мгм. А возле куста, получается, мы вручную все убираем.
прям всю траву. Да, А можно вручную. как-то замульчировать ее, чтобы этот сорняк не вылезал? Но он все равно, так как это же многолетнее растение, все равно сорняк начинает на третий, четвертый год. Все равно как бы его полностью никак не уберешь, так как корневая система больше становится, и мы можем повредить. М, Поэтому мы стараемся аккуратнее там по возможности убрать этот сорняк. Сейчас скоро пойдут цветочки. И цветочки нужно будет оборвать. Их все прямо вручную убираем. Обрезку делаем где-то вот 1/3 часть на всех вот Мгм. плодоносящих Мгм. ветках. Ну что, дорогие друзья, сейчас вот, Ольга, еще раз подскажите нашим садоводам, какие сорта вы выращиваете и какие пользуются, ну вот просто вот бешеным успехом у наших садоводов, по каким качествам? Мы выращиваем 6 сортов. Якутская, памяти кандыла, люция, харакаталык. Есть еще 2 более молодые, которые аркени и мирчана. Они тоже очень плодоносят хорошо, урожайные. А так по урожайности якутская очень-очень нравится. У нас Покровский особенно. Даже вот у нас приезжали из Амги брали, да, из Намцев. И по урожайности он очень хороший, очень полезный для иммунитета. Все вот сейчас люди очень начали вот высаживать такое полезное, чтобы не в магазине покупать. Мгм. А именно свое, со своего, есть ягоду именно со своего садового участка. Друзья, у кого есть небольшой даже, пусть маленький клочок земли, нужно обязательно посадить смородину. Эта замечательная ягода поможет нам пережить нашу долгую зиму, потому что поднимает иммунитет, как сказала наша ученая. Ну что, поблагодарим и будем пробовать.